В эфире итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях понедельника, 13 декабря, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Снижаются темпы заболеваемости коронавирусом. Районам поручено организовать бесперебойную работу медучреждений в новогодние праздники. Они достойно отстояли свои родные села от лесных пожаров. Наградили жителей Кобяйского улуса. Новая модель доп. Образования. Нерюнгринские гимназисты приняли участие во втором республиканском детском чемпионате Kids Skills. Якутлесресурс продает живые новогодние деревья. Расскажем, как выбрать самую лучшую ель. Легендарные герои шоу-показ сказочных образов от Августины Филипповой провели в парке активного отдыха «Урбел». Бесперебойную работу учреждений здравоохранения в новогодние праздники поручено обеспечить районам Якутии. Главы районов и городских округов должны разработать план работы соцучреждений в период новогодних каникул, в том числе больниц и поликлиник, проверить количество коек, запасы лекарств, а также усилить контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу в местах массового скопления людей. Об этом заявил глава региона Эсен Николаев на совещании оперштаба сегодня. В целом отмечают значительное снижение роста заболеваемости, однако напряженная обстановка наблюдается в Алданском, Нерюнгринском, Алекминском и Хангаласском районах. А россияне с положительными ПЦР-тестами, не сообщившие о заражении коронавирусом, смогут получить документ о перенесенном заболевании. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Переболевшим без документа предложат сдать анализы на антитела. Те, у кого результаты будут положительными, смогут получить документ о перенесенном заболевании сроком на 1 год. Между тем, в Якутии за прошедшие сутки заразились ковидом 225 человек. В Якутске 80 случаев заболевания. В Нерюнгринском районе 32, в Алданском 28, в Мирнинском 25, говорится в сообщении оперштаба. А также 11 заболевших выявили в Алекминском районе, 10 в Хангаласском, 8 в Нюрбинском, 7 в Мегино-Кангаласском. В Амгинском районе заболели 6 человек, в Жиганском и Сунтарском по 4, в Татинском 3, по 2 случая в Верхоянском и Тампонском районах, по 1 в Горном, Ленском и Оленёкском районах. Ну а в 6 районах республики случаи заболевания коронавирусом не регистрировали в течение недели. Об этом сообщила замруководителя оперштаба Ольга Балабкина на брифинге. Из-за высокого уровня вакцинации в 6 районах республики не фиксировали случаи коронавируса в течение недели. Это Алайховский, Анабарский, Эвено-Батантайский, Среднеколымский, Верхнеколымский и Абыйский, сказала она. По словам Ольги Балабкиной, из общего числа заболевших около 96% приходится на непривитых граждан. В стационарах республики медпомощь получает более 1100 пациентов с коронавирусом. Из них в тяжелом состоянии находятся 192 пациента. В крайне тяжелом 13 якутян. Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или наличии антител на поездах дальнего следования и авиарейсах снимут с рассмотрения. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Решение снять с рассмотрения проект он назвал результатом диалога Госдумы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Он напомнил заявление Владимира Путина о том, что опрометчивые решения недопустимы и что необходимо изучить самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничивать права людей. Школы Ленского района перейдут на очный режим обучения завтра, 14 декабря. Но коснется это только те классы, в которых менее 20% заболевших детей. Вопрос перевода классов на дистанционный формат обучения теперь будут принимать директора школ. Заболеваемость ОРВИ в районе снижается, но незначительно. Среди школьников она снизилась на 27%. То среди возрастной группы до 2 лет наблюдается прирост до 73%. Эпидемический порог по ОРВИ продолжает превышать норму в 3 раза. Высокую заболеваемость санитарные врачи связывают с низкой вакцинацией против гриппа. К другим темам в Якутске стартовали курсы повышения квалификации тьютор проекта «Одаренный ребенок». Курсы подготовят специалистов проекта, который в 2019 году был представлен в Агентстве стратегических инициатив как одна из лучших российских региональных практик в области образования. Продолжит Саргалан Неустроева.
Одна из приоритетных сторон развития республики – креативная экономика. Сегодня правила подготовки специалистов диктуют крупные компании, продвигающие свой продукт не только в стране, но и за рубежом. Якутия – первый регион России, который стал менять систему образования под современные требования развития экономики. А ведущим проектом в этой сфере стал одаренный ребенок. Его главная цель – выявить задатки и развить способности детей. Наша задача не поломать ребенка, а только помочь ему выявить и понаблюдать. Эта работа может осуществляться только общими усилиями семьи, дошкольной организации и государства. Это понятно. И надо сказать, что вот и семья, и государство, и детские сады в Якутии делают очень много. Детский сад «Прометейчик» – одно из немногих образовательных учреждений, на базе которого реализуются мероприятия в рамках проекта «Одаренный ребенок». Это и различные творческие кружки и семинары, а также курсы для педагогов и родителей воспитанников, в том числе и новые курсы повышения квалификации, тьютор проекта «Одаренный ребенок». Тьютор, он работает не с детьми, он работает с воспитателями и подсказывает им, как им лучше работать с детьми. То есть фактически эти люди должны обучить воспитателей работать с одаренными детьми. И с их родителями, потому что это иногда бывает гораздо сложнее, чем работать с одаренными детьми. Старт курсов ознаменовался открытием выставки «Лики Арктики» художницы Люции Слепцовой. В стенах детского сада художественная экспозиция выставляется впервые и уже собрала восторженные отзывы юных ценителей живописи. Наш садик – это инновационная площадка для развития с малых лет всех детей, одаренных детей. И данная выставка, приходящая выставка, вполне себе способствует этой программе. Во-первых, дети получили колоссальный эстетический опыт. Я в эти дни видела их живые реакции, как они делились своими эмоциями с родителями. Экспозиция «Лики Арктики» будет представлена до конца декабря. А вот курсы проекта «Одаренный ребенок» пройдут в 2 этапа, первый из которых завершится уже 15 декабря. Мероприятие проходит онлайн при поддержке Малой академии наук республики и Международной педагогической академии дошкольного образования. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Субсидию на капитальный ремонт получат 11 школ Якутска. Это Саха-политехнический лицей, Якутская городская национальная гимназия, школы номер 10, 20, 21, 23, 27, 31, 33, 36, а также Мархинская школа номер 1. На эти цели Якутия получит субсидию в размере почти 3 миллиардов рублей из федерального бюджета. В программу входит не только капитальный ремонт, но и оснащение школ мебелью и оборудованием. Напомним, что в июне Владимир Путин поручил правительству регионам подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские образовательные учреждения. В реализации проекта «Парк будущих поколений» будут сотрудничать Национальная библиотека Якутии и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Стороны подписали соглашение. В каких направлениях планируют работать совместно, знает Валерия Наумова. Подписанное соглашение о сотрудничестве в рамках парка будущих поколений – важное событие на пути реализации масштабного проекта. Генеральный директор фонда Владимир Егоров представил проект будущего парка, его архитектурное и содержательное наполнение. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. Стратегический проект реализуется по поручению главы Якутии Айсена Николаева под кураторством целевого фонда будущих поколений республики. Сегодня мы уже начинаем строительство самого парка, да, но уже в эти дни мы уже работаем над совместными образовательными и культурными программами с этими организациями. И я думаю, что к 2025 году у нас уже сложится такое полноценное сообщество на базе вот наших 3 учреждений. К ним присоединятся еще множество других. Надо отметить, что территория парка будет разделена на тихую, игровую и активную зоны. Парк будущих поколений – это будущее нашей республики. Как отметили будущие резиденты, совместная работа над концепцией парка стала отправной точкой для масштабного пересмотра всей деятельности и концепции Национальной библиотеки и библиотек республики.
Там будут пространства, где наши библиотекари Национальной библиотеки будут помогать организовывать площадки для открытых пространств, где можно будет обсуждать, решать какие-то проекты, где можно будет получать услуги библиотечных видов услуг. Парк будет построен на территории почти 2,5 гектара в 79-м квартале столицы. Предусмотрена парковка на более чем 90 мест. Большое внимание уделено озеленению парка. Планируется посадить около 200 деревьев и более 4000 кустарников. Впервые будет применена климатическая коррекция по зонам парка. Инновационный проект уже получил ряд престижных наград в области архитектурного проектирования. В том числе был признан победителем в номинации «Общественное и гражданское строительство» на международной премии. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. Нерюнгринские гимназисты приняли участие во втором республиканском детском чемпионате Kids Skills. Это чемпионат рабочих профессий среди дошкольников и школьников до 14 лет, цель которого – создание новой модели дополнительного образования детей, основанной на выполнении реальных дел. О результатах нерюнгринцев Екатерина Павлова. Восьмиклассник Артур Шедловский спешит на кухню не только тогда, когда мама зовет обедать. Юноша чаще находится здесь в роли повара и творит любимые блюда – сладкое, выпечку. Люблю готовить я, наверное, не знаю, лет с 5, потому что раньше мы жили с бабушкой, она постоянно что-то пекла, мы с ней лепили пельмени. И вот так вот у меня появилось желание печь, готовить и так далее. Артур улучшает свои навыки, посещая мастер-классы у местных кондитеров, пробуя печь по новым рецептам. Первый опыт кулинарных сражений Артур получил в прошлом году, поучаствовав в конкурсе РТШ «Шеф», где выиграл путевку в оздоровительный центр. В этом году, успешно выполнив свой проект на чемпионате Kids Skills, Артур стал абсолютным победителем в компетенции «Кондитерское дело». В онлайн-формате в школе я готовил прямо в школе. И как только мы это сняли, мы сразу же это отправили. То есть это без монтажа, весь целиком процесс отправлялся туда на конкурс. Я готовил трайфлы и кексы. Капкейки точнее. Процесс занял 2 часа. Кроме Артура, в чемпионате Kids Skills участвовали 2 гимназистки, но уже в другой компетенции – графический дизайн – Жилева Варвара и Соболева Диана, где Диана заняла 3-е место. Хорошая подготовка стала возможной в том числе благодаря внедрению в гимназии цифровой образовательной среды. В прошлом году в гимназии в рамках проекта образования появились кабинеты цифровой образовательной среды. Гимназия получила в свое распоряжение мультимедийное оборудование и 2 мобильных класса. И таким образом учителя получили возможность проводить уроки с цифровыми образовательными ресурсами и компьютерным оборудованием и вести занятия в неурочной деятельности. За победу на чемпионате Kids Skills боролись 424 школьника из 72 школ 20 районов Якутии. Нерюнгринские гимназисты планируют и в дальнейшем пробовать свои силы и показывать умения на чемпионате, завоевывая награды. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Идем далее. В республике начались мероприятия по регулированию численности волков. Насчитывается более 3000 животных. Из них, по информации районных инспекторов, более 1000 хищных зверей находятся вблизи населенных пунктов и коневодческих хозяйств. Больше всего волков обитает в Алданском, Вилюйском и Заречных районах. На сегодняшний день волками затравлено 118 лошадей и более 550 тысяч голов оленя. Для регулирования численности хищника дирекция охотничьих ресурсов созданной бригады волчатников выделено 2 миллиона рублей. По данным ученых, травеж ежегодно охотничьих ресурсов превышает более 200 миллионов. Это очень серьезная цифра, поэтому в настоящее время ведется усиленное регулирование. Выделяются средства на регулирование численности волков. Например, дирекция в этом году, в 2021 году 2 миллиона получила на регулирование на средства, которые были созданы 25 специализированных бригад и 2 мобильные бригады. Охотник, добывший волка, сдает шкуру добытого волка в заготовительную организацию, и который перечисляет охотнику премию в размере 20 тысяч рублей.
Это за взрослого волка и 5000 за волчонка. А глава Якутска Евгений Григорьев предложил рассмотреть вопрос об увеличении платы за отлов и содержание хозяйских собак в пункте передержки. Отметим, что на текущий момент плата за отлов собаки составляет 460 рублей и 289 рублей за сутки пребывания в пункте. По данным службы эксплуатации городского хозяйства, за прошедшую неделю в Якутске отловлено 180 безнадзорных собак силами пункта передержки и дворников управ. Использовано 13 ловушек, работали 4 автомашины с ловцами. Как отметила директор пункта передержки Екатерина Безрученко, кастрировано и стерилизовано 53 собаки, вакцинировано 89, 33 питомца обрели новых хозяев, 23 собаки возвращены прежним владельцам. Жителей Кобяйского улуса наградили за участие в тушении лесных пожаров. На территории района летом зафиксировали более 70 лесных пожаров на общей площади 900 тысяч гектаров. Помимо пожарных, техники и авиации, большую самоотверженность проявили простые люди. Не жалея себя, они тоже боролись с огнем, защищая свои поселки. Ульяна Шагина подробнее. Наградил смелых и беспристрастных кобяйцев председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков, который, к слову, также принимал участие в тушении кобяйских лесов. Он поблагодарил каждого за участие в этом нелегком деле и вручил огнеборцам заслуженные нагрудные знаки, благодарственные письма главы и правительства республики. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить жителей поселка Сангар, жителей Кобяйского района, что не остались в стороне, активно приняли участие в тушении пожара и не допустили перехода огня в населенные пункты. В этом году Кобяйский район горел как никогда. Сангар, Аргаз, Кобяй, Ситта, Кальвица. Во всех населенных пунктах шла мобилизация. Люди спасали свои вещи и документы, технику и животных. К сожалению, потерь не избежали. Зафиксировано 45 актов ущерба крупнорогатого скота и 702 тонны грубых кормов, то есть сена. Первые акты, 28 актов крупнорогатого скота, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации уже выделило. В настоящий момент идет подбор документов, то есть заявления, банковские реквизиты, перечень документов, необходимых для получения компенсации. Кобяйские пожары были одними из самых крупных в Якутии. Уже в мае в районе был объявлен пожароопасный сезон. Лесные пожары переходили в верховье и углублялись в торфяники. В таких местах техника уже не справляется. Так что людские силы были как никогда нужны. За вклад в пожарное дело Государственного комитета по обеспечению. Один из первых добровольцев – сангарец Евгений Персиянцев. Весь пожароопасный сезон он возил людей на пожары, параллельно помогал лично их тушить. Из-под огня успел вывести группировку пожарных из Тюменской области. Все лето, без выходных, и днем, и ночью. Полностью, пока не потушили все. Полностью, это с июня до августа, сентября, начало. Сентябрь еще прихватили. Все сангарцы сплотились? Да. У меня есть жена и женщины здесь все создали полевую кухню, мобильные. Продукты собирали, кто что может. У кого техника есть, все использовали. Всего на тушение пожаров в районе привлекли более 600 человек и 151 единицу техники. Лесной пожар почти приблизился к Сангарской нефтебазе, а в селе Ситта лес горел всего в 300 метрах от жилых домов. Особую благодарность я хочу сказать, выразить благодарность хочу сказать нашим трактористам. Вот они 2-3 сутками отработали, когда они обустраивали противопожарные разрывы. Проложили где-то порядка 50 километров, даже еще больше, да, потому что когда ветер разбушевался, вот эти пожарные разрывы, она перебрасывала огонь. И, соответственно, нам приходилось опять делать новые разрывы. Всего сгорело более 900 тысяч кобяйских лесов. Это огромная территория, последствия которой до сих пор устраняются. Но трудностей было бы еще больше, если бы не каждый из добровольцев, которые, рискуя, смогли отстоять у стихии свою природу. Ульяна Шагина, Иван Яковлев, Кобяйский улус, Якутск.
Условный минимальный набор для празднования Нового года, состоящий из искусственной ели, гирлянд, елочных шаров, звезды, мишуры, бутылки шампанского и мандаринов, в ноябре подорожал на 19%. По данным аналитического ресурса «Чек-индекс» оператора фискальных данных платформа ОФД, стоимость такого набора составила почти 5000 рублей. При этом выросли и продажи каждого товара в составе набора. Также отмечено, что в прошлом году из-за ковидных ограничений и отсутствия снега россияне неактивно готовились к встрече Нового года и делали меньше покупок. Но Якутлесресурс продает живые новогодние деревья. В продаже имеются различные породы высотой от 1,5 до 2,5 метров. О том, как правильно выбрать дерево и как о нем заботиться, в сюжете Власия Сергеева. Живые новогодние деревья привозят из разных районов республики. В данный момент идет реализация сосны и кедровых стланников. В среду ожидается поставка ели. При выборе дерева эксперты советуют обратить внимание на ряд моментов. Главное – это высота потолка и пышность. Чем гуще, тем она пышнее будет. Чем чаще ветки будут. Бытует мнение, что важнейшим фактором при выборе является толщина ствола. Мол, чем больше диаметр, тем лучше здоровье дерева. Как оказалось, ориентируясь только на толщину ствола, можно приобрести елку не лучшего вида. Толщина, вот, например, да, вот где-то 5 сантиметров в диаметре, но там редкие ветки будут. А вот сюда посмотрите, тут погуще будет. Чуть поменьше ствол, но погуще. Специалисты советуют приобрести живое новогоднее дерево заранее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант при большом ассортименте. Затем дерево следует хранить при минусовых температурах и установить за 1,5-2 недели до Нового года. Чтобы дерево сохраняло первозданный вид как можно дольше, можно обратиться к небольшим хитростям. Все по-разному устанавливают. Некоторые на воде, некоторые на песок ставят. А если на воду ставите, то можно туда добавить глюкозы, сахара, и к Старому Новому году она расцветет, там почки появятся, цветочки. Поставка деревьев продолжается. Планируется, что продажа будет идти до 27-28 декабря, в зависимости от темпа продаж и объема поставок. Власий Сергеев, Семен Семенов, Якутск. Ростуризм объявил сроки нового этапа программы туристического кэшбэка. Продажи туров по России с компенсацией части их стоимости стартуют 18 января и продлятся почти 3 месяца, до 12 апреля. Об этом объявили журналистам в Федеральном агентстве по туризму. Отмечено, что отправиться в поездку можно будет уже с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. На этот раз программа туристического кэшбэка охватит вторую половину зимы и почти всю весну. Туристы могут забронировать туры на горнолыжные курорты, культурно-познавательные поездки и путевки в санатории. Поскольку этот период относится к низкому сезону, у туристов будет больше выбор отелей, отметили в Ростуризме. Шоу-показ легендарных сказочных образов от Августины Филипповой состоялся в парке активного отдыха «Урдел». Именитые артисты республики вышли в костюмах и образах национальных героев, легенд и мифов народов Саха. Подробнее расскажет Марфирина Алексеева. Одним из самых завораживающих площадок фестиваля «Зима начинается с Якутии» стал Центр активного отдыха «Урдел». Волшебный вечер состоялся в 2 шоу-представлениях. «Алгыз» и сказочное представление на открытом воздухе, а также показ-спектакль с участием самых именитых звезд Якутии. Шоу прошло в стиле сказочной постановки, где героями стали мифические национальные образы народа Саха, воплощенные в реальность легендарными костюмами от Августины Филипповой. У меня образ Мускудулу. Я думаю, я сама считаю, что это ледяная королева. Вот. Так как у нас мерзлота и очень долгие зимы, я очень люблю зиму нашу. И мне запах зимы очень нравится. Поэтому без снега, без льда я себя не чувствую. Мой образ называется «Снежная королева». Это из сказки «Тепло вечной мерзлоты». Конечно же, у меня было волнение насчет моих птиц, как они отреагируют.
совсем близко находятся наши зрители, чтобы им подать образ, чтобы они также держались, чтобы это было как по-настоящему в сказке. Я очень давно знакома с Августиной Николаевной Филипповой. Я обожаю ее как самого лучшего мастера Якутии, какие она образы создает. Сегодня я, например, вот в образе Матта Хотун. Очень красивый образ, мне очень нравится, тем более это образ горного улуса, Далбар Хотун, моя бабушка из горного улуса, поэтому я имею честь сегодня даже надеть вот такой красивый наряд. Весь спектакль сопровождался живым музыкальным исполнением ансамбля «Кыл-Саха», что создавало неповторимую атмосферу. Самым главным событием программы стало рождение легенды. Впервые в Якутии всеми почитаемого Баяная удалось воплотить в реальность. Августина Филиппова совместно с предприятием «Сахабулт» презентовали сакральный костюм духа хозяина тайги Баяная. Образ представил киноактер Нюргун Бечиген. Образ Баяная у мужчин значится очень высоко. И вот мы, все мужчины, преклоняемся, поклоняемся духу Баяная. И он в себе несет светло, добро и благость. Цель мероприятия – сохранение и развитие фундаментальных основ традиционных художественных ремесел, сохранение идентичности народа, а также повышение имиджа Якутии. Костюм Августины Филипповой имеет межкультурное значение и является брендом республики, узнаваемым не только в России, но и за рубежом. Марфелина Алексеева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.